Сегодня ровно 100 лет со дня образования калмыцкого комсомола. В этот день, в 1921 году, состоялся первый съезд ВЛКСМ. История комсомола Калмыкии неразрывно связана с переустройством жизни калмыцкого народа 20 века. Главной задачей активистов стала ликвидация безграмотности и борьба за культуру. С помощью единомышленников из Астрахани, Сталинграда, Саратова и других городов они завершили культштурм и обучили грамоте около 35 тысяч степняков. Как в 20-х годах после установления автономии Калмыцкой областной организации, комсомольцы 20-х, 30-х годов были в первых рядах борьбы за новый быт, за новое устройство, за всеобщую грамотность, за культштурм. Тогда еще, обучаясь в Саратовской городе Саратове, вот наш первый народный поэт Санджи Каляев, Иван Мацаков, доктор, профессор, будущие, они организовали там школу калмыцкого языка, калмыцкой культуры, обычаев и сделали там первый праздник Улансар. Сотни юношей и девушек по призыву комсомола трудились на благо развития сельского хозяйства. Молодежь работала в сфере животноводства, полеводства, строительства, жилых домов, школ, больниц и клубов. Также комсомольцы Калмыкии вошли в историю как герои Советского Союза. Все для фронта, все для победы. Эти лозунги стали девизом деятельности комсомола Калмыкии, его борьбы и подвигов. Юноши и девушки поднялись на защиту своей родины. Когда Акай Иванович Гордыков в Москве возглавлял кавалерию всей Красной Армии, вот он обратился к комсомольцам молодежи вот накануне Отечественной войны, движение «Молодежь на коня». И отметил, что это калмыки всегда была жизнь его связана с конем, и молодежь должна учиться это, и показывать пример это вождения на лошади. И поэтому, когда образовали 110-ю калмыцкую кавалерийскую дивизию в годы войны, в основном это была молодежь, 18-20-летние.